Года два назад в нашей программе мы рассказывали о уникальном человеке, нашем соотечественнике, радиофизике-конструкторе, кандидате философских наук Василии Ивановиче Оконечникове. Автор уникального колымского проекта, своего рода силиконовой долины в краю вечной мерзлоты, Василий Иванович Оконечников создал уникальную методику исцеления людей с помощью управления атомами. Недавно в Москве вышла его книга «Инженерия шаманизма» в соавторстве с искусствоведом Валерием Роммом. В этой книге автор раскрывает технологии шаманских магических обрядов, рассматривает, какими глубинными механизмами обеспечивается воздействие на погоду, осуществляется лечение человека. И в нашей передаче сегодня мы попытаемся рассказать об этом. Об основных постулатах своей теории Василий Иванович Оконечников рассказал нам еще 2 года назад. Летом 2012 года профессор Бурцев Николай Николаевич провел, он заведующий кафедрой физики твердого тела, и провел он соревнования между кузнецами. 18 кузнецов, и во время перерыва один из участников соревнований, это Иван Егоров, на фотографии обнаружил еле видимый нож. То есть это тоже, вот как только я показывал, как управляющие атомы бывают не только в человеке, но и в металлах. И соединяясь с этими атомами, кузнец достигает более упрочнения лезвия и так далее, самые разные свойства. И тут интересно, что на этой фотографии рукоятки не видно, деревянная она, а вот металлическая не видно. Вот эти атомы управления только, они прозрачно как бы просматриваются. Это так же, как вот та фотография девушки, вот этот нож прозрачен. Это она состоит только из атомов управления. Это единственная тоже у нас фотография, получившаяся вот такой. А что за эта сеть? Об этом в нескольких словах вот хочется говорить, что даже по определению Надежды Алексеевны Ажаковой-Ивановой, вот наш мир, Вселенная состоит из рыболовецкой сети. Вот, в узлах сети вращаются вот эти 9 кварк-антикварных пар, как мы называем, вращаются по траектории двукратно-трехлепестковой восьмерки. И вот эта система, значит, вот эти вращения, вращаются эти шары на месте, на узел сам. Рыболовецкая сеть сама не вращается, она вот не двигающаяся, как бы кристаллическая решетка металла, совершенно невидимая, в очень маленьких расстояниях, она совершенно не видна и не дает себя обнаруживать. Инженерия шаманизма – это плод многолетних исследований не только феномена шамана и шаманизма, но и его необъятного макрокосмоса. В этой книге осуществлен синтез 3 величин – религии, философии и науки. Шаманизм – это реальность. Якуты верили и верят в шаманизм. И вот в последнее время шаманизм принимает, основывается на науку. Вот, например, его ярким представителем является Василий Иванович Оконечников, с которым я знаком давно. Это очень оригинальный человек. Он человек с высшим физическим образованием и таким вот техническим мышлением. Он создал оригинальную систему, которая описывает вот, истоки, историю и сущность шаманизма. Так, и вот недавно в Новосибирске вышла книга
«Инженерия шаманизма», написанная совместно с новосибирским ученым Роммом. Вот в этой книге описывается вот все это в деталях, научно обоснованно. И если внимательно прочесть эту книгу, придираться практически не к чему. Потому что все логично, все рассматривается на уровне атомов. Как говорится, мир состоит из атомов. Из атомов состоят молекулы, а из молекул состоят вещества. И человек является не исключением. Научная медицина и вообще наука о человеке рассматривает человека как совокупность органических молекул, как высшая форма организации живой материи. И Василий Иванович рассматривает это чуточку по-другому. Так, и здесь он рассматривает человеческий организм как совокупность атомов, можно сказать, да, так. И вот любые отклонения от нормального состояния, патология, да, то есть болезни, он рассматривает как нарушение атомарного состава, отход какого-либо элемента, так, атома, от сущности человека. И он может по этим признакам диагностировать и потом исправлять или исцелять болезни. Это очень оригинально. У него все это вынесено в очень таком строго логическом виде компьютере. Так, и там наглядно видно, например, у человека какой орган он в настоящее время нездоров и чего не хватает. И Василий Иванович, смотря на это, мысленно, своим, как говорится, магическим движением диагностирует и исцеляет, подгоняя там это атомы. Василий Иванович Оконечников уверен, что шаманы издревле знали о эфире и о атомной структуре человека и лечили своих больных, выпрямляя работу их атомов. Любой сбой в организме Василий Иванович считает связанным с некорректной работой атомов. Он считает, что человеческий организм держит в себе все 108 элементов таблицы Менделеева. Вот это шарик, вот это и есть наша душа. Эта фотография сделана этим аппаратом. Этот фотоаппарат, с помощью этого аппарата в основном все эти шарики получаются. Все наше тело состоит не только из клеток, состоящих из аминокислот, аминокислот и так далее, из атомов. Кроме них существуют в нас у всех свободные атомы, которые локализованы по всему телу. Эти атомы называем управлением. Это совершенно отдельная, но такая же таблица Менделеева, но не вступающие ни в какие реакции. Это одиночные атомы, поэтому они в современной науке не регистрируются. Потому как они пинцетом их словить невозможно, и потому как они не вступают, не валентные атомы, не вступают ни в какие связи, спектры их невозможно видеть, поэтому мы их не наблюдаем. А таким экстрасенсорным способом, например, я могу ощущать эти одиночные атомы по контуру. У меня рука стучит, палец стучит, чувствую когда рука моя двигается, когда реагирует на эти атомы. И эти контуры реагируют. Я могу ее вытащить. Вот она, мы его вытащили. Это теперь тут уже не стучит. Нету тут одиночных атомов. Они перешли сюда. Вот он, большой палец, указательный, средний палец, безымянец
И вот она идет, вот рука доходит до сюда. Так что вот эти атомы сейчас выведены из тела. Если их ударить конским хвостом, у него антиадгезиозная сила, адгезии нету у хвоста лошадей, поэтому ею пользуются для, чтобы духов отогнать, больные атомы отогнать. Если вот так мы ударяем и засекаем время, сейчас 12, вот без 10 секунд нету этих самых атомов, они рассыпались. Ну, потому как каждый атом электрон там вращается, каждый атом является как бы умной системой, они через 15-20 секунд найдут свои координаты. Вот они нашли, и вот заново расположились. Вот именно то место, где давеча стучала моя рука, нашли, вот расположились заново они. Мы их можем обратно вставить, восстановилось все. Тут их нету, эти атомы управления по всему телу находятся сейчас на своем месте. И вот когда ампутируют руку, вот эти атомы остаются. То есть на своей руке покажу, если ампутируем, вот эти атомы остаются, и у руки нету, и на их место остаются эти атомы управления, и они тешутся, болевые ощущения, вот эти атомы оставшиеся, болевые ощущения передают на болевые рецепторы головного мозга. И люди ощущают боль отсутствующих конечностей. Называют ее постампутационный синдром или называют фантомными болями. Но это не фантомные, это реальные боли. Чтобы прекратились эти боли, врачи дают более утоляющие лекарства. Свою книгу «Инженерия шаманизма» авторы Василий Оконешников и Валерий Ром посвятили памяти выдающегося ученого, исследователя, академика Казначеева. Первым читателем является он, академик, доктор медицинских наук. Он организовал сибирский филиал Российской академии медицинских наук, первый президент сибирского отделения Российской академии медицинских наук, и он же вот организовал институт клинической и экспериментальной медицины. Было очень много, и прочитав нашу книгу, первым был у нас читателем, прочитав, сказал, что вот я вот всю жизнь находился под давлением агрессивной критики, и вам тоже вот придется носить вот эту тяжелую ношу. И он с основными выкладками нашей книги согласился, написал в основном книгу профессор консерватории, доктор культурологических наук, он вице-президент Международной славянской академии, сам Валерий Владимирович Суром, профессор консерватории, он же и написал всю эту книгу. Он все с диктофоном ходил, все тексты он сам составлял. Конечно, было очень трудно редактировать мне. Он сам физические вопросы тоже написал. В основном все тексты пошли без редакции по тексту Валерия Владимировича. Он огромный труд сделал, сейчас закончил почти вторую книгу «Излечение невозможного», так называется книга. И, значит, вот эту книгу он полностью, все это книга, тексты полностью его текст. Специально он приезжал в Якутск, мы вместе плавали и на Ленинские столбы, и он все время ходил с диктофоном, ни минуты не дает свободного, постоянно записывал. Так вот, насчет этого эксперимента, который он организовал, Валерий Владимирович, у его жены был инфаркт обширный, и мы пытались вот зашивать эту
методом, который меня научил Александр Михайлович Герасимов. Он живет в сторону Омска от Новосибирска за 400 километров. Верх-Каргат называется район. И вот он, Сдвинский район, а поселок Верх-Каргат. Его там на родине называют Верх-Каргатским, Кашпировским. После, так сказать, стопки этого обширного инфаркта попросил проверить Александра Владимировича, как это осуществлено. Это я делал, находясь в Якутске, а она была в Новосибирске. А с Верх-Каргата за 400 километров Александр Михайлович взялся проверить, насколько удалась штопка. Как его ученик, вот как я поработал над этим заданием. И он обнаружил, что зашито хорошо, но вот начиная со спины, вот я как раз это он точно увидел, как я начал было сшивать. Где-то 1,5 сантиметра от стены я задавил, говорит, сосуды сердечные. Зашил как бы. Ну, я же это не вижу, не имею способности видеть, а они смотрят это как рентгеном. И штопку вот подобную делают, как будто вот прямо как перед глазами материи, вот так и зашивают они. А у меня нет таких способностей, я гляжу на анатомические рисунки, а на рисунках не везде нарисованы эти сосуды. И потом в разных людях по-разному локализованы эти сосуды. И, значит, пришлось нам немножко поправить, а так-то все нормально. Ну, в этой книге, продолжение этой книги ссылаются на статистику. Например, более 200 человек с повторным инфарктом, все погибли в Мишалкино, статистический отчет клиники имени Мишалкина. И очень такие плачевные результаты. А вот такие, поэтому вот такие оперативные вмешательства дистанционные, они очень, кстати получаются. Вот, надо вот осваивать под такой механизм, чтобы меньше было летальных исходов от инфаркта миокарда. Оперативно вот, излечивать на расстоянии. И, как-то я в шутку говорил ребятам, вот, когда будете умирать, давайте звоните, и дал телефон, и тоже Валерий Владимирович это включил в книгу, и вот говорит, когда уезжает из Новосибирска, своим друзьям говорит, что вот позвонили, и потом, когда случались такие трагедии, то они вот это заветный звонок находили, номер телефона, и звонили, и убеждались, что это не совсем была шутка, имеются реальные результаты оперативного вмешательства вот таким методом. Весь смысл этой нашей работы заключается в том, что вот имеется эфир, который мы доказали. Эфир Менделеев Дмитрий Иванович ввел как нулевой период в своей таблице, вот, знаменитой таблице Менделеева. При жизни все он опубликовал, как и назвал вот это узлы эфира нейтонием. Василий Иванович Оконечников уверен, что судьба человека запрограммирована в атоме, и с высшим разумом нас соединяет наш человеческий урановый компьютер, куда поступает вся информация с наших компьютеров-атомов. Все фиксируется, все записывается, поступки, чувства, все, что мы видим, осязаем, ощущаем, говорим и слышим. Я верю. Не верю, а я как-то
как ученый уже сперва интуитивно, а сейчас уже четко знаю, что это верно, верная схема. Потому что я видел, я чувствовал, так, я читал отзывы, так знаю людей, которым Василий Иванович помог в очень трудные минуты. Поэтому я восхищен талантом Василия Ивановича. Он вывел шаманизм на научный уровень. Так, это научный шаманизм, новое слово науки. И вот книга, которая вышла в Новосибирске в канун так, черного юбилея атомных бомбардировок американцев, японских городов, знаменателен. Так, потому что атом может разрушить человеческую жизнь, может разрушить всю жизнь на планете, нашу Землю, планету. Атом может и исцелять человека, если знать, так его изучать досконально, так, и вот это знание использовать на добрые цели. Так поэтому вот учение Василия Ивановича должно найти поддержку. Нужны последователи. Конечно, не любой может принять это учение. Нужен талант, причем не только талант исцелителя, не просто шаман, но он должен иметь еще техническое базовое, желательно физическое образование. Так, физик-ядерщик, еще с талантом целителя, был бы вообще незаменим. Нужна школа. Причем Василий Иванович, я думаю, не должен ограничиться только Якутией. Так, это знание должно быть миру. Весь мир должен знать об учении Василия Ивановича. И все человечество должно использовать это богатство, которое перед нами открыл Василий Иванович. Это прорыв познания мира, вообще прорыв человечества. И я горд, что это сделал наш земляк Василий Иванович Оконечник. И сейчас готовится к изданию еще и вторая книга «Исцеление невозможного», где освещается уникальная методика Василия Ивановича Оконечникова. Василий Иванович не только ученый, выведший шаманизм на научный уровень, но и философ новой формации, издатель новой методики коррекции здоровья человека через систему атомов управления, исследователь, построивший теоретическую оригинальную модель универсума. И в конце нашей передачи пожелаем ему успехов в претворении в жизнь его уникальных теорий и методик во благо не только Якутии, России, но и всего человечества.